Вы смотрели фильм про Карелина, помните? Греко-римский борец. Что вот вас впечатлило в этом фильме? Вас вообще этот фильм мотивирует? Конечно, да. Какую вам дало эту мотивацию? У вас появилось желание, стремление заниматься еще упорнее, стать таким же, как он, выдающим чемпионом? Да. Самое главное, что у нас дисциплина, слушать тренера, правильно? И упорно тренироваться, правильно? Почти армейская дисциплина, режим, расписанный по минутам, и регулярная доза мотивации от тренера. Так проходили весенние каникулы у юных спортсменов в детском оздоровительном лагере «Орленок». Всего 30 ребят из разных сел района улучшали свою форму и оттачивали навыки на протяжении недели. Мы просыпались в 6:30 утра, выходили на пробежку, делали разминку, отрабатывали технику. После обеда мы спускались в спортшколу, отрабатывали приемы. После этого мы ездили в бассейн для восстановления мышц. Потом приезжали мы в Орленок, ужинали. После этого мы смотрели спортивные фильмы, мотивирующие для спортсменов, для будущих наших чемпионов. Всем ребятам я желаю побыть обязательно на сборах. Ребята жили в новых спальных корпусах, ежедневно тренировались на свежем воздухе и, нагуляв аппетит, бежали в столовую, где поварами было обеспечено сбалансированное шестиразовое питание. С юными борцами, боксерами и тхэквондистами работали опытные тренеры Алексей Павлов, Хамза Решетов, а также их вожатый Раиль Миркасимов. Они подчеркивают, что в рамках подобных площадок можно выработать строгий режим и в полной мере отдаться процессу. Здесь ничего не отвлекает и не мешает юным спортсменам. Это и подготовка к участию к соревнованиям, и повышение спортивного мастерства. Тренер и педагог очень отличный. Спасибо нашему педагогу Раилю Абуеву, он хороший. Мне нравится больше всего тренеру самбо. И мы бегаем по утрам. И бегать мне нравится. Не сложно утром рано вставать и бегать? Нет. Мы уже привыкли. Я воспитанник Алексея Владимировича, занимаюсь тэквондо. На этих сборах я первый раз. Сюда я приехал вместе с самбистами и боксерами. Надеюсь, также часто будут проходить такие сборы. Я желаю всем попробовать испытать себя в этих сборах. По итогам пребывания на сборах на базе детско-юношеской спортивной школы номер 1 были проведены соревнования. Там же прошло награждение особо отличившихся. Стоит отметить, что «Орленок» преобразился до неузнаваемости. Здесь за короткое время появились совершенно новые сооружения, обновились старые. И с 1 июня лагерь готовится заработать на полную мощность. В 2020 году в рамках софинансирования было сделано несколько мероприятий. Это в основном капитальные ремонты здания клуба, это капитальные ремонты 2 жилых корпусов, капитальный ремонт бассейна и текущий ремонт спортивной площадки. Все софинансирования были со стороны как с администрации Лишевского района, так и из Министерства образования. До 1 июня мы надеемся сдать новый объект, это спальный корпус на 200 мест. Финансируется он из фонда социально-целевых программ. И уже с 1 июня мы открываем летний сезон и собираем отдыхающих не только из Лишевского района, но и из других районов, соседних районов. Есть изменения и в порядке подачи заявки в лагерь. Приобретение путевок теперь проводится в электронном виде. Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте REST-EDU-RB. Создав свою учетную запись, нужно добавить данные ребенка, а дальше уже подать заявление. Частичную оплату стоимости, а именно 70%, осуществляет Министерство образования республики. Оставшиеся 30% оплачивают родители. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».